В этом самом зале прошла очень большая игра, которая решила действительно многое. Я не буду забегать вперед и говорить о ее результатах, но постараюсь передать все те эмоции, которые происходили сегодня здесь. Ну а пока что давайте начнем по порядку. Все игры этого дня – это действительно потрясающее зрелище. Здесь и равное противостояние сборных Дальнего Востока и Индии, когда россияне на последних минутах смогли вырвать свою победу с минимальным преимуществом. Игра была, кто больше ошибется, они ошибились больше, поэтому мы выиграли. И не менее зрелищная, но более уверенная победа Сибири над командой из Сирии. Ощущение победы, хотели выиграть у них намного больше, но не получилось. Ничего, мы рады нашей победе. Самое главное то, что мы сегодня выиграли. Но самое важное событие этого дня – встреча лучших из лучших ожидала нас в самом конце. Ну вот и настала самая интригующая игра баскетбольного первенства. Это негласный финал. Наши ребята сошлись в яростном противостоянии со сборной Китая. Мы с моим оператором Ириной Неустроевой еле сдерживаем внутренний порыв, чтобы не ввязаться в это игровое противостояние на стороне Якутии. Ира! Профессионализм все-таки взял свое. Вернемся к началу. Главная игра сезона – кто кого. Именно Якутия открыла счет, и началось. Так жарко здесь не было еще никогда. С первых минут стало понятно, что это будет не просто игра, но самое настоящее, ожесточенное сражение. Каждая команда вкладывала все силы в свои стремительные атаки и мгновенно переходила в самую плотную оборону, какую только можно представить. Толпа просто неистовствовала, все слилось в едином порыве за Якутию. Большой баскетбол, чтобы пришел в Якутию. Очень много болельщиков. Выше лиги надо уже играть. Перед инфарктным состоянием наступает. Да. Игра и упорство обеих команд достойны наивысшего восхищения. Почетный гость этой встречи Ахмед Ал-Балуши, член Олимпийского комитета Омана, также не мог не отметить высокий уровень техники игроков. In this age, I think they are the best. They are the best in this time. In this age, I think it's a great opportunity for these players to start to build themselves and to start looking about their future in the basketballs. И вот наступает последняя четверть. Сборная Китая выходит на поле будто одержимая. Они начинают рычать и кричать на своих соперников. В каждой их атаке столько ярости, что начинает казаться, что они могут не просто сократить преимущество, но и вовсе вырваться вперед. Такого удара ваш покорный слуга мог и не пережить. Однако сила духа нашей команды – это что-то невероятное. В какой-то момент атака Поднебесной просто захлебнулась под волевым напором этих парней. Китай тем временем начинает совершать все больше ошибок. Их ярость заводит их в тупик. Разрыв между командами увеличивается. Это не просто победа, это настоящий подвиг. А эти ребята – самые настоящие герои. Им даже нечего говорить, они все сказали своей игрой. Мы сегодня сражались. Сразу после игры в мужской раздевалке мы стали свидетелями переполняющего сердца зрелища. Разделить это воодушевление вместе с нашими ребятами мы предлагаем и вам. Вот что Вера может сделать. Еще энергии есть за еще одну игру. Молодцы, дайте руку. Настраиваться только на победу. И опять же настрой будет серьезный. Каждый настрой только на победу. Больше ни на что. В конце хочется объяснить всю суть происходящего. Эта игра – это не финал, но это была самая важная встреча нашей команды. После крушения фаворитов якутянам осталось победить только одну сборную в этой круговой системе, и это команда Дальнего Востока. Действительно, уже сейчас все видят золотые медали на шеях наших ребят, но давайте не будем забегать вперед. Это был исторический матч, и все же завтра надо не сдавать позиций и поддержать наших парней еще один, крайний на этих
этих соревнованиях раз. Он же